Добрый день, уважаемые земляки. Микрофоны будем работать, да? Или так слышно? Микрофон. Так, слышно? А вот эти работают? Работают? Ну, давайте. Вот эти два неудобнее. Так, ну, ладно. Сегодня у нас в республике находится заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Саченов Александр Сергеевич. Цель сегодня его приезда связана с проведением больших мероприятий по исполнению поручения президента Российской Федерации, согласно которому сегодня готовится национальная программа по развитию Дальнего Востока. Это там, где мы с вами сегодня живем. И эту работу мы с вами, в принципе, уже давно начали. Кстати, в районе проходила конференция, да? Значит, по развитию человеческого капитала и развитию Дальнего Востока. И разные где обсуждались вопросы. Ну и сегодня к нам приехали вместе с Александром Сергеевичем Алексей Егорович Сергучев, вы его знаете, значит, председатель Общественной палаты нашей республики, члены Общественной палаты Галина Сафроновна Васильева, да. И это также член Общественной палаты Боровыгин Николай Андреевич. Так что, уважаемые коллеги, сегодня, значит, я думаю, что у нас состоится разговор вот по данной теме. Вчера мы побывали с визитами была встреча с председателем правительства нашей республики Солодовым. Значит, затем мы побывали на встрече с председателем Государственного собрания Алтуменом Гоголевым. Значит, и вчера у нас была поездка по Меган-Кангласский район, где мы побывали на железнодорожном вокзале, встретились с генеральным директором Шимохиным. Значит, была встреча в техникуме железнодорожном. Затем, значит, была такая же встреча с активом, с общественниками, представителями некоммерческих организаций Мегино-Кангласского района. И, значит, состоялся очень хороший такой деловой разговор. Ну, мы, наверное, свою работу поставим таким образом, но дадим слово Александру Сергеевичу, он вкратце расскажет о цели своей поездки. Ну, а затем в порядке свободного микрофона присутствующие здесь наши коллеги выскажут свои предложения по данной теме. Еще раз добрый день, коллеги. Все, тут включите, один раз как загорится. Так вот я... на другую, ага. Выключаете. А я все на одну кнопку включается. Хорошо. Добрый день. Вячеслав Петрович сказал, цель нашей работы здесь в республике — это участие в разработке национальной программы развития Дальнего Востока. В поручении президента четко написано, что правительство должно разрабатывать эту программу с участием общественности. Это впервые в таком документе такая программа, четко сказано президентом, что с общественностью. Потому что неоднократно он уже говорил разного рода начальникам: вы что, лучше знаете, сидя в кабинетах, что нужно людям на земле? Здесь, там, в моем родном Подмосковье, в моем родном Приморском крае и так далее, и так далее. Не знаю чиновники в кабинетах, конечно. И поэтому было принято такое решение. Общественные палаты Дальнего Востока, регионов Дальнего Востока и Общественная палата Российской Федерации, а вы, очевидно, знаете, у нас нет такой вертикали, мы самостоятельные, каждая палата сама по себе, вертикали нет, но мы взаимодействуем друг с другом, потому что понимаем, что иногда не нужно выдумывать велосипед в Якутии, когда в Хабаровске это уже делают, либо наоборот, и так далее, и так далее. И точно так же с Федеральной палатой, кто мы без регионов. Да, у нас в Общественной палате Российской Федерации есть представители каждого субъекта. Вячеслав Петрович, мой коллега по Общественной палате Российской Федерации, но он также является членом палаты и республиканской. И это нормальная такая связь. Так вот, палаты Дальнего Востока создали совет
специальные, целями которым является участие в разработке, реализации, в дальнейшем контроле выполнения национальной программы. Потому что контроль, общественный контроль определен законом специальным, да, и нам нужно смотреть, как это будет выполняться. Потому что все предыдущие программы развития Дальнего Востока, сейчас действует программа значит, развития Дальнего Востока и Байкальского региона, так да, она называется. Это как раз два региона, которые вошли сейчас в состав Дальневосточного федерального округа. Они не выполнены, они провалены, реально просто провалены. Об этом публично заявлялось и на заседании Госсовета в Владивостоке в сентябре этого года. Они не выполнялись. Так вот, задача такая, что нужно разработать программу, такую, которая нужна людям, от которой будет повышаться качество жизни. Программа ради выполнения KPI, как сейчас принято, да, разных показателей министерства и ведомства, они отчитываются. Они отчитываются, да, они провели столько-то мероприятий, они, значит, израсходовали столько-то денег, но результат от этого лучше стало жителям Якутии, Сахалина и так далее, и так далее. Посмотрите, наверняка у вас и в библиотеках есть, вот буквально на днях в российской газете большое интервью Юрия Петровича Трутнева, полпреда, президента Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, как раз посвящена вот этой работе. Дальневосточный гектар, ну это просто, так сказать, журналистская, да, вот разработки национальной программы, что делается, что нужно делать и как нужно делать. Министерство отвечает за разработку национальной программы Министерства развития Дальнего Востока. Оно подготавливает к 1 сентября, к 1 июля министерство представляет программу правительству, а правительство, доработав ее, представляет 1 числа в администрацию президента для подготовки указов президента. И после этого она вступит в действие. Есть еще два этапа. Первый этап до 15 февраля идет муниципальное обсуждение. До 15 марта на региональном уровне, где руководители исполнительной власти, высшие должностные лица регионов представляют программы парламентам региональным. Но как проходит общественное, это так называемое, почему говорю так называемое, потому что пока оно так и выглядит так называемым, а не реальным, на муниципальном уровне. Создан сайт dv2025.ru, либо это если латинскими, и он, ну, два есть, или dv, также 2025.rf, где собираются предложения от граждан. Но, к сожалению, это министерство, да, придумало министерство. Хороший ход, все правильно. В далеком Улусе, находясь, можно, так сказать, послать предложение, и оно, возможно, войдет, там, если оно нормальное, грамотное, верное, правильное, так сказать, да, оно будет принято. Но я вот просто в качестве эксперимента, а кто из вас знает об этом сайте до моих слов? Вот, поднимите руку, кто? Ну ладно. Предложение даже внести. Вот, 2 человека, представляете, сколько сидит. Точно так же вчера, значит, мы встречались также с коллегами. Я им зачитал просто из одного там интернет-источника, что на вчерашний день всего 66 предложений поступило от республики. А от Хабаровского края, допустим, 147. Они более активно работают. И поэтому-то мы и заранее, так сказать, вот, объединились с палатами, решили, что да, мы не должны быть в стороне и смотреть, а что же нам начальники предложат. Мы сами должны участвовать, формировать. И поэтому мы начали вот такую деятельность еще в прошлом году, и сейчас уже, условно говоря, работа на местах совместно с Федеральной палатой, поэтому я там, мои коллеги будут перемещаться по регионам. Мы начали с Якутии, первый регион. Почему? Потому что
извините, вот сначала я сказал, что у вас плохо с предложениями, да, но начало работы было хорошее. Общественная палата Республики Якутия первой начала заниматься этой темой. Был запущен проект совместно с президентом, с главой, прошу прощения, да, главой республики. Мои идеи Дальнему Востоку. Палата собирает. Это один путь. Вот второй путь — это сайт. Я всем говорю, да, через палату запустили. Несложно, на сайте очень просто. Ведь вы же элементарно, да, на сайте подать предложение, прошли, сделали. По всем направлениям нужно работать и давать предложения. Потому что на самом деле они не знают, что нужно здесь. Глава района знает, он живет здесь. А министр, ну, далеко, страна большая. Им кажется, все здесь хорошо, все гладкие дороги, везде все растет, везде все цветет. Нет, Якутия другая, Сахалин вообще другой, как бы, так сказать, да, друг друга мы отличаемся. Поэтому я попросил бы вас, в первую очередь, общественность, это наша программа национальная, это наша программа. Это программа для всего народа, да, Дальнего Востока, жителей Дальнего Востока. И мы должны сами позаботиться и активно включиться в разработку, реализацию и потом контроль, чтобы она выполнялась правильно, нужно и так, как должно быть. И президент это требует. Во-первых, программа должна быть, с одной стороны, прорывной, а с другой стороны, что все показатели жизни и качества жизни граждан, проживающих на Дальнем Востоке, должны быть выше среднероссийских. Это тяжелая, архибольшая, важная задача, потому что мы уже все понимаем, как мы живем, да, в каких условиях климатических, территориальной удаленности, разобщенности. Слишком много пропало, как бы у нас, если раньше, там 30 лет назад было авиационное сообщение малой авиации, были связаны и республика, связаны и края были, и области. Не знаю, с Хабаровска можно было прилететь и в Охотск Хабаровского края, и в Аху севера Сахалина, то сейчас этого всего нет. И таких я мест могу массу назвать, там Аяно-Майский район, Уручемиканский и прочее, прочее. Хорошо знаю Хабаровский край, всю эту систему по прежней своей жизни. Вот. Сейчас этого нет. И добраться, иногда родственники не могут друг к другу добраться, потому что, ну, все это как-то, так сказать, пропало. Это первое. Второе. Задачи, которые можно предлагать в эту программу, должны быть разного уровня. Как Ленский мост, да, железнодорожный, который нужно строить. Я глубоко в этом убежден, что да, вот я вчера посмотрел, мы ездили на станцию, поговорили с начальником дороги, если сделать мост и провести железнодорожное полотно до Якутска, 84% населения республики будут иметь постоянное снабжение. Не годовой завоз, да, а постоянное снабжение. Это уровень жизни повышается значительно. Вы понимаете, что и цены будут другие, и товары будут разнообразнее и прочее, прочее, прочее. Это очень важно. Это о людях. Да, это дорого. Да, это дорого, что тут говорить. Да, но это люди. А ради чего это все делается? Только ради людей должно быть сделано. Такие стратегические, ну и как маленькие, простые, точечные задачи. Да, это будет, может быть, не войдет в национальную программу, но войдет в республиканскую какую-то. И так далее, и так далее. Вот подумайте, проникнитесь этой задачей. И национальная программа развития Дальнего Востока, на мой взгляд, она не столько как бы для нас, ну вот 5 человек, я пенсионер, да, вот, пока эта программа будет разрабатываться, внедряться, понятно, ну, как-то, так сказать, да, она меня тоже как-то коснется, это для молодежи, это для наших детей, для будущего страны. Потому что она до 25 года и с дальнейшим развитием до 35 она
программа готовится и делается, да? Сейчас только 19. Даже до 25 года это 6 лет. Это школьник, который закончит школу, он станет уже взрослым и уже родит детей за это время, как бы, да, может. Вот это для кого. И мы должны подумать о них, как они будут жить, как будет развиваться страна. И чтобы потом наши потомки, как вот сейчас, я на самом деле, я очень поражен вот этой выставкой георгиевских кавалеров, да, где Якутия, где была Первая мировая война. Я много езжу по регионам, я первый раз увидел, что вот такая память историческая о своих предках. Так вот, чтобы это, да, это не боевой подвиг, но чтобы вот эту национальную программу, которую мы с вами будем делать, потом вспоминали наши потомки, говорили, да, наши-то молодцы были, долго Дальний Восток не развивался, и вот они начали. Вот я не знаю, как передать другими словами вот эту важность и значение. Потому что если не мы, за нас никто этого не сделает. Но и без нас этого никто не сделает. Вы понимаете, министерство находится все равно в Москве, как бы мы не хотели развития Дальнего Востока, а это очень далеко. И все это видится по-разному. Поэтому включайтесь, прошу вас, в разработку, потом и в реализацию, потому что надо иногда просто взять лопату и пойти почистить снег самому. Ну так, утрированно говоря, самым простым, так сказать, примером. А не ждать, когда приедут коммунальные службы и наведут этот порядок. Иногда нужно и самим браться и делать, как это мы всегда делали. И тогда нам будет хорошо, и тогда будет о чем говорить о другом, заниматься другими делами, хорошими, музыкой, что у вас здесь вот проезжали, мы тоже показывали. Ну, республика-то хорошо развивается, с одной стороны, но тем не менее, время не стоит на месте, а мир движется большими. Вот вон видеокамера, да, вот стоит, вот сейчас Николай Андреевич снимает. Вспомните, на нашей памяти и такие вот были, да, вот, что. Я начинал свою деятельность на ЭВМ, электромехаником по ремонту и обслуживанию ЭВМ. Это вот две таких комнаты. А сейчас, да, компьютер у каждого в кармане. Ну и так далее, и так далее. И, соответственно, информационные связи быстро развиваются. Мир не стоит на месте. И мы должны в него входить и двигаться дальше вместе со всеми. Поэтому, коллеги, я заканчиваю, готов выслушивать. Значит, сейчас как мы работали, вот вчера у нас, по-моему, нормальный формат получился, да? Коллеги, люди выступали с предложениями, фиксировалось, потом просили, но если надо будет их сейчас проговорить, а потом более грамотно написать, да? На слух воспринимается по-другому. Написали, палата отработает и двигает дальше вместе с правительством республиканским, потому что к 15-му, как я говорил, до марта глава республики, председатель правительства должны предложить парламенту наработки свои по республиканской части национальной программы развития Дальнего Востока. Так что я правильную кнопочку нажимаю, отключаю. Этим всем вроде бы создаем, предложения даем, вроде мероприятие хорошее. У нас все всегда вот так делается, а контроля-то никакой не бывает, как Путин говорит. Правильно? Контроля нет. Ответственный человек должен. Кто именно будет контролировать соответствующую программу? Потому что я автор программы, значит, вот вы говорили, на сайтах подали, но я протокольно сделал все это. И специально описал, как это делается, как это надо делать. И унес вот Хангаласский УРУС, администрацию Хангаласского УРУСа, и в экономический отдел сдал по тому номеру, где принимается решение. Правильно я сделал? Правильно. А контроль откуда? Вот я как могу проконтролировать теперь? Будет вот, дойдет это до вас или не дойдет? Или тут поговорили и забыли? А что, и такой бывает? И такое бывает, да. Хороший, правильный вопрос. Значит,
Александр Сергеевич, я пока сосредоточился, вы позже можете ответить. Хорошо, давайте. Я хотел предложение вот внести. Вот как раз вы здесь не были никогда, по-моему, правда? Не был. Вот это родина вот этих людей, и моя родина, вот это село Актемса называется, родина нашего первого президента Николаева. И вот надо было вас сюда в мае привезти, когда она вся полностью затопленная была, понимаете? Вопрос мой о паводке. Действительно, национальная программа это считается. Национальная программа, вот, люди страдают, население. Они все, что у них есть, все уходит под воду. И поля, и сельскохозяйственные поля, и дома. Они остаются в одних, как говорится, вот, в нижнем белье. Все затапливается. Каждый год, вы, наверное, слышали, что каждый год нас затапливает. И вот мое предложение, вот как я сторожил, я здесь родился и вырос на этой реке. Эбя называем мы ее, река Лена, Эбя. На Эбя я рыбачил, пил ее воду, родился. И вот я предлагаю, вот как в детстве у нас было. Здесь были такие оборудования, вы, наверное, в курсе, плавучие такие средства есть у нас. Земснаряд называется. И вот я, включаясь в вот эту дальневосточную программу, да вы только в дальневосточную программу включаясь, вношу предложение, так как там есть средства на это, российские федеральные средства будут, правда? Очистку русла реки Лены, понимаете? Вот мой вопрос, мое предложение, очистить русло реки Лены, фарватер, сам фарватер. И тогда не будет вот таких заторов и не будет вот таких вот потоплений. У нас все затопляет. В нашем районе Исить, Катыл, Жура, Хоточу, Актемцы. Вот это место, где вы сидите вот сейчас, под водой, вот, все затапливается, да? Здесь на моторках можно ездить. Все ездим. Вот Вячеслав Петрович, правда, может еще красочнее рассказать, так как он здесь жил, знаете. И вот, да, живу. И вот так вот по воде мы, как это вот в Венеции, понимаете? Вы, если вам вот продемонстрировать сейчас фотографию, вы удивитесь, не поверите. Я на море жил, там то же самое было, так что для меня это не новость. И вот эти земснаряды, конечно, они большие средства. И вот когда я в детстве был, значит, эти земснаряды с утра до вечера работали здесь. Вот эти 60-е годы у нас никогда не было вот таких затоплений, никогда не было никаких. Лед шел шумом, весело было. Мы все ходили, смотрели, двухэтажный дом наворачивали, и она за 3 дня проходила, никаких затопов. Но это я еще связываю со строительством, как вы сказали, я говорю автомобильного моста, вы говорите железнодорожного моста. Ну, если мост будет строить, все равно это отбойники льда и прочее, правда, это все привязано будет к этому. Конечно. Поэтому река должна быть подготовлена к строительству этого моста, я думаю, вот, основное, правильно? Чтобы она без проблем проходила, и русло отмечено было действительно, где фарватер, а сейчас не поймешь. Во-вторых, она очень влияет, вот я заслуженный фермер Республики Саха являюсь. Я 30 лет проработал фермером, разведением якутских лошадей занимаюсь. И вот наше сенокосное угодье, значит, вот, мы все 50%, больше 80% на островах косим. И вот когда река, вот эти заторфы и прочее, вода, да, не затапливается водой, понимаете? Травы нету, сена нет. Вот на сегодняшний день у нас вот в республике 134 тонны уже заказали в Самурской области для зимовки скота. У нас не хватает сена практически. Вроде живем как в такой шире, в глади, как вы говорите. А сено-то вот. Палы нам запрещают сжечь, правильно? Российский закон, есть указ президента, мы не можем палы сжечь. Без палов тоже трава не растет. На островы мы тоже воды нету затора. И вот так остались вот без ничего. Сельское хозяйство страдает очень-очень много из-за этого. Вот. А если потом где-нибудь прорвет, вот это все затопится вот здесь, песок на траву, понимаете? Все замывает песком, и какую траву ты выкосишь, там ни трактор не идет, ничего. И вот поэтому я хотел привести вот нашу Эбя, реку Лену, в нужное русло, в нужный порядок, так как ей идти, она раньше шла 3 дня всего. 3 дня и наш узус прошел. Никаких заторов, никаких. Вот хотел с этой точки. И судоходство. Все вот эти суда, которые снабжают, вот сейчас Министерство Арктики создали, правильно? Снабжение малых народностей и прочее, Министерство Арктики. И судоходное, вот на судоходство тоже влияет. Самоходки все стоят наверху. С топливом груженные все стоят. Мимо нас не могут пройти, потому что здесь все замело, правильно? И вот с этой точки зрения, вот сейчас люди там без продуктов сидят. Вот вы знаете же, 2 деревни есть там, которые даже хлеба не могут доставить. Там на аэросанях доставляют, в снегоходах. Куда это возят? Сейчас машины пошли, провалились вот там в Алдане, в Ветпаяне. И вот я предлагаю вот это, для нас река Лена это действительно наше национальное богатство. Такой реки нигде нет, она нас кормит, поет. Мы с нее только связаны, вот этой реки.
Поэтому я вот хотел бы, чтобы вы, прямо хочу вас даже попросить, Александр Сергеевич, что вы это дело продвинули бы нам бы как-нибудь, правда, вот поставили бы вот этот вопрос, и действительно для нас это вот, для всей Якутии, можно сказать, да, вопрос национальный. Потому что если у нас здесь замыто, то и в Северную Урсу не получится, правда? Мы все связаны с рекой. Поэтому мой вопрос вот такой вот, мое предложение, вернее. Понятно. Она войдет, может войти такая программа? Ну, на мой взгляд, так должна входить. Коллеги зафиксируют. И сейчас тогда... Ага, вы теперь ответьте, пожалуйста, Да. как... Самый главный вопрос, да, контроль. Процедура предусмотрена такая, что по всем направлениям и по национальным проектам, а ведь национальная программа развития Дальнего Востока связана с национальными проектами, что указом президента определенно 12, да, вот они друг другу вот так вот дополнять будут. Так вот, создаются рабочие группы. Создана рабочая группа по программе редакционная, вот, по разработке национальной программы при министерстве. Туда входит по одному представителю на уровне замов руководителей от 12 министерств, других, кто задействован, да, Минприроды, там, Министерство иностранных дел и так далее, от каждого региона и от некоторых бизнес-сообществ, там Деловая Россия, ОПОР России, и это Общественная палата России, я вхожу туда в редакционную, там, да, рабочие группы создаются при правительстве. Точно так же есть рекомендация, чтобы общественные палаты туда входили членами рабочих групп. Вот там возможно контролировать. Мы надеемся только на общественников, на общественные палаты, потому что это для нас делается. И мы должны сами взять и смотреть, а почему это происходит? А делается ли не делается? А почему вот это не включается? Объясните, пожалуйста, нам. И мы вчера встречались с премьером, Вячеслав Петрович говорил, да, с Олдом Владимиром Викторовичем. И говорили, во-первых, у вас в республике уже давно действует хороший такой опыт, что правительство отчитывается, приезжает во все районы и отчитывается. Есть, да. Точно так же 2 числа, 2 февраля будет сначала отчет онлайн, там телевидение и так далее, потом разъезжаются по районам. И вот во время разъезда членов правительства по районам будут встречаться на тему национальной программы. И поэтому, наверное, надо, чтобы палата четко там работала, да, четко включалась вместе с правительством. Мы вчера это обсуждали, но вот у нас сегодня в 15 часов в Якутске будет большое рабочее совещание на эту тему. Мы будем обсуждать, потому что делаем это впервые. И вы первые, на ком будем выстраивать, будем смотреть, как и другим регионам советовать. То есть я надеюсь, что мы сможем справиться и проконтролировать, но это наша с вами ответственность будет. Да. Угу. Александр Сергеевич, Александр Куприянов. Кроме председателя ДСАП общественной нагрузки, я еще директор школы Олимпийского резерва, член общественного совета Министерства спорта. Вот наш президент страны поднял вопрос, чтобы население занималось, 55% населения занималось физической культурой. Такой вопрос. Поручение дал. Но мы по занятию оздоровления населения массового спорта в Улусе, очень большая работа проводится, но есть определенные причины, которые как бы вот этот мешает. Ну, наверное, если вам честно вот, сказать, наверное, вы почувствовали, какая у нас сегодня погода. У нас народ очень любит заниматься скандинавской ходьбой. Во всех наслегах очень много бабушек, в основном бабушки, пенсионеры, женщин очень много ходят. И мы в течение 20 лет Хангаласский улус поднимаем вопрос в центре, вот, хотя бы в центре Хангаласского улуса, в городе Покровска, построить теплый стадион в улусном центре в городе Покровске. Мы уже 20 лет это ходатайствуем перед правительством Республики Саха-Якутия, участвуем во всех конкурсах. Для этого мы провели определенные анализы, мониторинги. Есть определенные требования на душу населения строительства определенного
Поэтому мы смотрим, то у нас острая нехватка вот этого спортивного объекта. И я думаю, вопрос, который вы сейчас вот приехали и поднимать, развитие Дальнего Востока, мне кажется, оно относится к этому. Если у нас будет таких социальных объектов, то, конечно, приглашение рабочей силы в центральной части России сложновато. У нас идет большая утечка населения, и я думаю, в основном из-за социальных вот таких вопросов. Да? И мы бы хотели, к этому вопросу много обращались. Последняя просьба от общественности Ангаласского ВУЗа передали письмо Владимиру Владимировичу через Героя труда Варвары Михайловой передавали. Передавали письмо, что мы не говорим там бассейн и так далее, там теплый стадион, чтобы народ бегал, занимался. Это первое. Второе, по патриотическому воспитанию вопрос, я думаю, решаемый. Но если мы через вас этот вопрос поднимем, я думаю, это очень быстрый вопрос. У нас в прошлом году было столетие, юбилейное столетие первого летчика-истребителя нашего земляка. Он первый народа Саха летчик-истребитель. И мы бы хотели обратиться через вас в Министерство обороны передачи имени нашего летчика военному самолету-истребителю. Это подобие бессмертный полк. Мы понимаем, что бессмертный полк это очень хороший проект. У нас во всех даже таких крайних уголках, даже если там жители там 10 домов, всегда выходят, участвуют на всех этих. Но мы бы хотели бы, чтобы наш многонациональный народ страны, чтобы герои, наши деды, прадеды, которые защищали свою родину, да, вот эти имена тоже не только мы ходили с портретом, но они плавали бы в больших кораблях, они бы и летали, пусть будет это сыновья кавказского народа, северных народов. Это бы нас, наоборот, бы как бы усилило бы наши братские отношения, да. Вот мы хотели бы, чтобы передать имени Федора Ивана Афанасьевича какому-нибудь военному истребителю, пусть дальше воюет, как поднимает, да? Вот такая просьба. Несложный вопрос. И последнее. Так как мы занимаемся спортом, очень много общаемся с многими и с населением России, постоянно выезжаем и так далее. И постоянно мы заинтересованы в развитии Дальнего Востока. Заинтересованы. Без развития экономики социальные проекты не поднимется, правильно? Поэтому мы всегда спрашиваем, и в основной ответ желающих приехать в Дальний Восток, раньше, если в советское время было там получить там талон на машину и так далее, да, основной ответ оказывается это пенсия. Если бы люди работали бы на Дальнем Востоке, в Крайнем Севере, если бы поднимали бы пенсию, мы бы приезжали, быстро работали. Вот такой я часто слышу ответ. У меня все. Насчет пенсии, насколько я помню, по-моему, 20 лет, если проработал, то уезжаешь, она сохраняется, дальневосточная пенсия. На сегодня, да, это действует. Но, по-моему, 20 лет нужно проработать и уехал в другие Сейчас же регионы. нас приравняли к России. Те, кто будет уходить на пенсию, они будут уходить уже по правилам российским. Ну, а что, а вы раньше не по российским выходили? Нет, ну у нас, нет, я неправильно выразилась. Северные же у нас были отдельно, мы раньше выходили на пенсию 50 лет, 55 мужчины, а сейчас приравнялись. Нет, оставили для коренных малочисленных народов Севера, а все остальные-то нет. Вот это вот остальным разве нет? Нет, по-моему, это северные всем оставили. Нет. Там выслуга только 20 лет, по-моему, нужно оставить. 20 лет. Ну, надо разобраться, надо посмотреть, но, по-моему, у меня такое ощущение. Значит, по поводу истребителя, летчика, надо написать письмо, ну, или на меня, или на Бочарова, как бы, да, на Бочарова, ну, мне, чтобы на контроль, чтобы если
Ну, с Вячеславом Алексеевичем переговорил. Встреча с вами, может быть, на ваше имя, потом... там- Да. Вячеслав Да, Алексеевич напишите, я- Бочаров, герой России, первый зампредседателя Общественной палаты. Он у нас как бы курирует, да, тему. А я просто проконтролирую. Идея очень хорошая, очень правильная, интересная. Да, вот есть проект «Великие имена России», да, вот название аэропортов. Я к нему критически отношусь, что аэропорта, да, а то, что великие имена России, Россия должна знать, это очень правильно. Вы являетесь, по-моему, куратором. Нет. Великие имена вы привели. Фадеев сам, да, Фадеев А сам вы есть. кем там являетесь? Я замсекретаря, я отвечаю за работу с регионами, за проектную деятельность. Вот, Великие имена России. Фадеев. Фадеев, да. Тема-то правильная, да, мы должны знать, мы должны помнить то, что вот мы сейчас увидели, да, вот пусть малая родина здесь знает, гордятся и помнят. По поводу первого вопроса, спорт, ну, тут надо с республиканской, наверное, все-таки властью как бы, да, писать, готовить, но это включать нужно, предложение давать. А самое первое, никого я не увидел с палочками-то, 2 дня езжу, то ли холодно. Они в 6 утра. В 6 утра, нет, ну так. Может быть, пораньше, потому что 5 утра корову надо доить. Вот Надо это. пораньше или до. Я понял. Что, это правда, реально, да? Очень много ходит. Туда в город ходит. Так, пожалуйста. У меня тоже есть. Здравствуйте, Феликс Иванович, житель города Покровска. Я насчет Почты России. Если раньше, когда я учился в школе, еще 1 января сразу бежал по почтовому ящику и вытаскивал пионерскую правду Белембол, пахнущую типографической краской. А 10 января этого года я получил за декабрь месяц вот газету «Советская Россия». А российской газеты еще до вчерашнего дня газет нет. И российской газеты, и советской России. Вот. И раньше эта почта доставляла заречные и южные ночлега на самолетах или вертолетах. Так, а сейчас из-за дороговизны и самолета вертолетами так не стало, по-моему. Так, и не доставляются. И вот эти ночлега сейчас не подписывают. Не подписываются. Из-за того, что вовремя не доставляется почта. Так, во-вторых, дороговизна подписки. Если моя семья из 5 человек, когда дети мои еще в школе учились, то мы подписывались 17 изданий, газеты и журналы. 17. Вот. Очень дорогая сейчас вот подписка. Это можно ли так, чтобы более-менее сделать подешевле, чтобы россияне могли подписываться? Спасибо. Не готов, спасибо за вопрос, не готов ответить, дать ответа, потому что, ну, понятно, это Почта России, они вот пивом торговать начали, сегодня по телевидению показывали, да, потому что, ну, бизнес надо им как-то зарабатывать, да, дорогое, да, ну, знаете, есть все-таки как бы компенсация, я читаю газеты, журналы вот здесь вот, да, понятно, но сам люблю то вот так вот, вот. В этом не почитаешь, да. Вот, это компьютер уже, как бы, так сказать. Есть уже, ну, другие, да, технологии, поэтому только рассчитывать на Почту России или на иное, что, так сказать, не приходится. Но, ну, проблема есть. Я с вами согласен, ее надо просто поднимать, а как она будет решаться, будем смотреть. Поэтому вот так вот. Даже любимый журнал «Эксперт», редактором которого был наш секретарь Валерий Александрович Фадеев, и то я уже найти не могу в киосках иногда, так сказать, тоже, да, приходится так. Хорошо, давайте.